Шибзеку хатырску хатилюхопшца, абсолютилюхопшашчы, и рыцахцует апсна хунткара хадаял хреску, айпылырку. Ехай наркна, апсна хадарахия кандидатша Алшара Рымоп, абсолютилюхопшра студиячы, апресс-центр, апресс-конференцияку Рымёбгары. Ехай, яхтоп апсна хунткара хадарахия кандидат Шамиль Адзенбей, апсна хунткара хадай хатыпуираха кандидат Рафаэль Ампары. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Свою работу начинает пресс-центр Абхазского телевидения. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Республики Абхазия Шамиль Адзенбей и кандидат в вице-президенты Республики Абхазия Рафаэль Ампар. Мы начинаем свою работу. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо большое, что пришли. Я уже говорил, сегодня на ваши вопросы будут отвечать кандидат в президенты Республики Абхазия Шамиль Адзенбей и кандидат в вице-президенты Республики Абхазия Рафаэль Ампар. У нас с вами 60 минут. И, если позволите, я начну. Шамиль Умарович, галский вопрос и вообще вопросами паспортизации вы, в принципе, занимались работой в правительстве. Как решался этот вопрос? Удалось ли решить? Если нет, то почему? Здравствуйте, дорогие соотечественники. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Очень приятно. Сегодня мы, как я понял, начинаем этот проект пресс-конференции. У нас 25 августа выборы. Мы все должны участвовать и должны выбрать все вместе нового главу государства. Теперь к вопросу о паспортизации. Задачей комиссии, которую я возглавлял, было создание, вот паспорт, надеюсь, он у вас тоже есть, паспорта нового образца и системы ее выдачи населению. Ни больше, ни меньше. Задачей комиссия справилась. Мы сделали в 2015 году, презентовали, извините, в 2016 году в мае пилотный проект, запустили первую выдачу паспортов. Наверное, из вас присутствовали на этом мероприятии в актовом зале Кабинета министров. Вот поэтому моя была задача, и моих ребят, с которыми мы работали, дай бог, я хочу поблагодарить их всех, пожелать им всего самого хорошего, удачи в дальнейшем. Они очень качественно, хорошо подошли к своему делу. Вот наша была задача сделать паспорт. Поэтому, раз у вас есть в кармане паспорта, значит, этот проект нами сделан, завершен. Но выдают его, чтобы вы не путали. Одно дело его сделать и создать программу и подготовить ее, да, смонтировать и запустить пилотный проект, а выдачей паспорта занимается Министерство внутренних дел, в частности, паспортное управление. Это их степень ответственности, это их задача. Поэтому, как выдается, я думаю, они периодически вас информируют, и вы в курсе дела. Порядка 130 тысяч, сейчас цифры каждый день увеличиваются. Вот. Паспортизация, она не закончится одним только выдачей вот этого паспорта, созданием программы. Паспорта нужны всегда, детям исполняется 14 лет, они берут паспорта. Это вечный процесс, постоянный, это те госуслуги, которые предоставляет государство своему населению. Поэтому, вне всякого сомнения, комиссия, которую я возглавлял, она свою задачу выполнила. Шамиль Умарович, любопытный вопрос. Вы носите с собой паспорт всегда или вы были готовы к этому вопросу? Ну, знаете как, если я в политике и готовлюсь стать руководителем государства, такие простые вещи я должен предвосхищать. Я думаю, что паспортная тема, она интересует, я ее возглавлял в свое время. В принципе, процесс начался еще при президентстве Александра Анкваб. При нем в 2013 году комиссия просто довершил вот создание бланка и остальную, как я сказал, программу. Поэтому я догадывался, что такой вопрос может быть, конечно. Шамиль Умарович хотел бы поговорить о вашей команде, с которой вы баллотируетесь на выборах президента 2019. Расскажите о своей команде, учитывая, что вы сами активно говорите о том, что дорогу молодым. Да. Спасибо. Ну, тут вторая часть вопроса была, я ее как-то не то что намеренно опустил, вопрос галский. Я думаю, что он настолько уже политизирован, настолько его уже, говорится, обсуждали, говорили. Я думаю, возвращаться к этому не стоит. Там пойдет процесс, кому положено, кто хочет восстановить исторические фамилии, им дают гражданство, соответственно, абхазский паспорт. Те, которые не хотят этого по разному роду, они получают вид. Есть такие люди, которые не хотят гражданства, паспорт, медать, вид на жительство, документ, с которым мы могли бы жить и реализовывать свои определенные какие-то права и обязанности в том числе. И поэтому этот процесс идет, пускай это уже обсуждали много раз, я не думаю, что нам стоит к этой теме возвращаться. Команда. Конечно же, я не один. И, конечно же, мы не только с вице-президентом Рафаэлем Шлатовичем. Есть, конечно, ребята, люди, но когда говорят команда, в большей степени, я думаю,
в подтекст этого вопроса, типа, кто где будет потом работать и так далее. Я думаю, что это вопрос-ловушка для кандидата. Мы всегда говорим, что власть должна быть коллегиальной. Мы хотим изменить подходы к кадровой политике. При президенте в нашу бытность, если мы будем избраны народом, будет обязательно создан политический совет, орган определенный, как его назвать, это уже вопрос второй, технический. Вот, мы создадим его для того, чтобы вместе стратегически принимать важные решения кадровой политики. Кадры решают все. Эту мудрость еще никто не отменил, вот, поэтому мы это прекрасно понимаем, работая в правительстве. Когда я работал в Рауле Хаджимба, я видел провалы кадровой политики. Ребята набирались, хороший парень, все о нем хорошо говорят, надо его взять без опыта, без знаний, без образования соответствующего и так далее. Я считаю, что управленцы сегодня в 21 веке должны иметь не менее 2, желательно 3 образования, вот, иметь кандидатские степени и так далее. То есть люди должны быть современные, подкованные, знающие. Поэтому сегодня мы это обозначать намеренно не будем, потому что после того, как мы пройдем первую стадию, выборы, и если народное доверие пойдет на нас, я думаю, эту проблему, вопрос кадровой политики мы реализуем. Уважаемые журналисты, я напоминаю, что и у вас есть возможность задать вопрос. Единственная просьба — обязательно озвучить его в микрофон. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Шамиль Умарович, пока я продолжу. У вас была возможность прийти сюда на пресс-конференцию не только с кандидатом в вице-президенты, но и еще с двумя членами вашей команды. Почему вы этого не сделали? И все же мне интересно поговорить о понятии «дорогу молодым». Дальше, если вы не против. Первое. Тактику, стратегию, в том числе и работе СМИ, выбирает наш штаб. Мы приняли такое решение пройти вдвоем. Это первое. Второе. Дорогу молодым. Я говорил, но знаете, в предвыборной кампании я активно с 2011 года участвую. Для меня это третье в той или иной степени, да, но активно участвую. И периодически приходится, в этом ничего страшного нет, повторять свои мысли, которые были сказаны ранее. Я считаю так, в 2004 году мы не прошли экзамен на демократическую зрелость, и не мудрено. Это была для нас новая форма, новая система. Вот. Это были первые альтернативные выборы, мы его не прошли. Скажу, почему не. Тогда мы нашли компромиссный выход в тот год. Вы знаете, объединились 2 противоборствующих лагеря, были новые выборы, и слава богу, казалось бы. Но, как видно, жизнь показала, что, по большому счету, мы выводов из этого не сделали. Вот. И сегодня все те проблемы, которые есть, по большому счету, следствие тех процессов, которые были. И вот так вот, я говорю и хочу повторить. Те политики, в данном случае сегодня, они опять идут во власть, это Хаджимба и Анкваб, люди, которые столкнули в тот момент народ, инициаторы, скажем так, раскола в обществе по политическому признаку. Вот, я думаю, что они должны уйти в историю. Надо, чтобы 25 августа избиратель их не выбрал, этим самым произойдет смена поколений в политике. В политике 2 пути, насколько я знаю, сколько я понимаю, да, смены поколений в политике. Это революционный путь или путь через выборы. Лимит на революцию мы исчерпали достаточно. Я думаю, хватит. Народ уже устал от этих революций и митингов. Нам надо сделать спокойно, аккуратно, как положено, по-абхазски говоря, амыстафила, не нервничая, 25 августа прийти и сказать 1-2 политикам: спасибо за то, что вы сделали, что не сделали вы, сделают другие. И отправить их на политическую пенсию. Вот это вот я имел в виду смена поколений и молодым дорога во власть. Мы должны сделать это нормой жизни, нормой нашей политической системы и не бояться этого. Нужны реформы политической, вообще в целом системы, реформы органов власти, управления, все остальное, само собой. Да? Но вот эти 2 политика не в состоянии это сделать. Они не способны, потому что это люди, воспитаны в той системе, которой сегодня уже нет. И новые подходы им непонятны и чужды. Вот поэтому я считаю, что мы должны именно так подойти к этому вопросу. Шамиль Умарович, позвольте еще один вопрос про воспитание в системе. Первая часть вопроса. Не были ли вы воспитаны в этой системе? Наверняка были. И как вам, может быть, удалось посмотреть по-другому, иначе, там, за такой короткий период? Вы читали мою биографию. Я, естественно, комсомол. Я, единственное, не был членом партии, не успел.
вот, комсомол, октябренок, пионер, все эти стадии я прошел. Я защищал Советский Союз, я служил в армии 2 года. Вот. Но работать, знаете, там, где эта система воспитывала, да, это вот в органах власти, в комсомоле, потом комсомол, после определенных прожитых лет, там 25-30 лет, уже люди переходили во властные структуры, уже в ЦК Компартии, там районные, областные и так далее. Я эти стадии не прошел. Более того, переехав на историческую родину, я занимался своими личными делами, семейными, мы обустраивались, адаптировались. Началась война, мы воевали всей семьей, вот, все, кому положено было быть. Вот. И после войны я опять-таки занимался, мы рождали с Афарином Шалатовичем, создали футбольный клуб, у нас были детские команды, взрослые, мы играли в чемпионате Абхазии, поддерживали их. Я сам уже, по того, что был ранен, сам уже играть не мог, но это любимое дело и так далее. И в 2005 году только, это первый мой опыт в возрасте 35 лет, мой приход во власть. Поэтому я очень ценю те годы, которые прожиты в Советском Союзе, уважаю эту страну, и великое, и достойное было государство, вот, но той политической системы я точно не был возвращен, и поэтому у меня нет тех стереотипов. Вот. А в 2005 году я попал в структуру Госкомитета по молодежи и спорту, возглавлял совет при президенте Республики Абхазия по молодежной политике, созданный Сергеем Васильевичем Багапич, человек, который тонко чувствовал все эти вещи, понимал, для чего это надо. И мы на ощупь, скажем так, вместе с молодежью, не раз и в этой студии обсуждая проблемы, мы за 5-6 лет совместной работы создали, по большому счету, из недр молодежи родился закон о молодежи, но закон должен иметь механизмы, нормативно-правовое какое-то сопровождение. Всего этого не было сделано, он остался пылиться на полочке, как и многие наши законы. И так, но это отдельная тема, мы о ней потом поговорим. Поэтому опыт мой с 2005 года 15 лет. Практически, да, почти 14-15 лет. Ну и нашему государству, новейшей в истории 26 лет, я считаю, что это не маленький практический опыт, который позволяет мне сделать выводы, что я смогу в случае избрания достойно руководить страной и сделать власть коллегиальной, чтобы все, не только органы власти, но все общество было вовлечено в процесс строительства нашего государства. Шамиль Умарович, очень частые такие вопросы от наших телезрителей, которые мы потом получаем в социальных сетях. Это понятно, что сложности в государстве на данном этапе есть. Главное другое. Главное, есть ли четкое понимание и видение того, как эти сложности можно решить. Понятно, что очень абстрактный вопрос. Давайте от общего перейдем к частному и попробуем поговорить, допустим, на примере реформирования какой-нибудь важной сферы жизнедеятельности государства. Ну, давайте возьмем образование. Хорошо. Я абсолютно согласен. Это наиважнейшая сфера. Это очень важный аспект, потому что я не знаю ни одного реформатора, всех я знать не могу, мы читаем, видим, слушаем. Вот. Все в первую очередь начинали с образования, потому что именно образованные, подкованные, знающие кадры, образованные по-современному, только могут достойно руководить, управлять и своим государством. Что нам надо делать? Давайте посмотрим на результаты. Проведенные исследования в области. Начнем с абхазского языка. Это государственный язык. Это то, ради чего, по большому счету, было и построено наше государство. Это спасти народ, а народ без языка быть не может. Это истина, не требующая, говорится, подтверждения. Да? Вот. Посмотрите, что происходит с языком. 26 лет прошло. Сегодня только в школах города Сухум, городских школах или в Сухуме, где-то провели, 30% только ребят владеют государственным языком. Вот вам и эффективность нашего образования. Ребята стараются, я знаю министра лично, знаю, что он не сидит, он ездит по стране, работает, но методику надо поменять, надо научный подход, надо изменить те стереотипы, которые были. Вы видите, очень вот, много раз говорит, и Вячеслав Череба, я очень уважаю этого человека, ученого, я всегда почему-то на него ссылаюсь. Не почему-то, понятно, по определенным причинам. Вот, и он очень глубоко знает эту тему, он говорит, что вот эти все старые учебники и так далее, и не только в этом дело. Надо поменять в целом подход. Я считаю, что вот садик, надо начинать с садика. Очень неправильно, когда в группах у нас не знающих язык абхазский родной в городе, в садиках очень много, большинство, больше не знают, чем знают. И когда ты собираешь в группу именно вот просто по признаку там собрать всех, и вот эти вот те, кто чуть-чуть владеют языком, они его теряют. Через год, полтора-два, вы с нами занимаются самого дети. Как только начинают общаться, выходят, у их доля родного языка резко сокращается в лексиконе. Русскому языку ничего не угрожает, абхазскому языку угрожает исчезновение. Поэтому я бы дифференцировал, разделял бы, да, школы, образовал бы в садиках классы, группы именно по принципу знает, не знает, потому что тот, кто знает язык, его учить
и учить того, кто не знает, обучать языку одинаковыми методами невозможно. То есть тот, кто знает, он должен приумножать, а тот, кто не знает, его надо научить. Ребенок, как губка, все впитывает. Если правильно подойти к этому вопросу с садика, то он уже, придя в школу, начнет. Например, школа. Я учился с 0 класса, а потом в 7 лет в первый, при мне было 10. Когда я закончил школу, на следующий год ввели 11. То есть я такой древний, да, вот, давно учился. Но я предложил вот что. В первое время вернуть 0 класс или опять начать с 1, да, чтобы брать их с 6 лет и в течение года обучать языку. Ровно вот 90% усилий в школах именно обучению государственному языку. И только потом уже с 1 класса начать обучение, когда уже более-менее ситуация выровняется. Самое важное, нам надо начать не сегодня вот так вот рубить шашкой и начинать с взрослых, да, там требовать одни, как в Эстонии это делали, в Прибалтике. Нет, нам надо опять начать с нуля. Мы потеряли 26 лет, надо это признать, вернуться опять и с 0 класса, с 1 начать этот процесс. И программы должны быть 5 лет, 10, 15 лет, не меньше, не больше. Спасибо Ну, большое. всего за это короткое время не скажешь. Я так понимаю, речь идет о программе, которую разработал языковой фонд Баграта Шинкуба. У нас есть профессионалы, надо просто им доверить работу, обеспечить их всем, чем надо. Не вот создать комитет по языку и дать ему 5 миллионов на год, а не жалеть надо деньги. Это для нас архиважный вопрос. Ну вот очень-очень такую интересную проблему мы с вами подняли сейчас. Не жалеть деньги. Вопрос в том, откуда их брать. И я говорю не только о развитии и сохранении языка, я говорю в целом о поддержке различных реформ, программ, проектов. Есть первая часть вопроса. Есть четкое видение, как это сделать, и понимание того, откуда брать деньги. Саид, если бы у нас не было четкого видения, мы бы, наверное, не участвовали. Хорошо, какое расскажите? Естественно, расскажу. Если дашь мне эту возможность, Да, я обязательно сделаю. Первое, на что рассчитывает государство, это бюджет. Вы, насколько я знаю, вы в курсе, что я работал первым вице-премьером 2 года, и можете догадаться, что я, в принципе, персона немного информированная. Да? Я знаю, как все происходит, как все протекает, я это видел воочию. Первое. Правильное, грамотное перераспределение статей в бюджете, это раз. Второе. Резервы. 53% по исследованию нашего ЦСИ, это несколько лет назад сделано. Сегодня, я думаю, после принятия закона об НДС это стало еще больше. Наша экономика в тени. Я думаю, не менее 60%. Это резервы. Правильная налоговая сетка, правильное, твердое, жесткое администрирование налогов, правильно, не так, чтобы они растекались в разные стороны, а именно шли туда, куда надо, это тоже дополнительные резервы. Вы позавчера видели интервью по энергетике. Это отдельные скрытые резервы и так далее. То есть государство на те задачи, которые ставит, мы не ставим нереальных задач, но те, которые 2-3 пункта мы обозначили, вот в данный момент беседуя, то те резервы и ресурсы в государстве, они существуют. И мы намерены именно так это все реализовывать. Да, слушаю. Спасибо большое, уважаемые журналисты. Я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос, и обязательно прошу его озвучить в микрофон. Если вопросов нет, Шамиль Умарович, я продолжу. Нет вопросов, может, есть. Представьтесь, пожалуйста. А то я думал, Саид сейчас все Амразарандеп, Хапсотили Хопша. Бра шалат шайфит, Хатубас Шанасуи, Хмилат Зиги, Ругиц Хоззаруб, Шарейш Хита методика Псахтуб, Шкуяна Гума методика Псахра Ламацара, Хатубас Шапсобас Ша, Айкур Харяви Зираш Тихреалр Шахотха, Шара Пснахадас Шалрхар, Абья методика Псахра, Даярбан Шачако, Шедышкуло, Хмилат Хаджранаса культура яхтаку хатубызша айкурхаразы. Итабу жухарада мабызша харахзехад цагду змо здару уи хаазар хаабзар явизу хабызша нукц харги хакцуит усой усоп. А методика сарис хасха азарина сигираб хаза специалист саргуана гару. Сараза сазжлум хаварязара янцавила саласиз болот или хобшрала невски издырует юевшим хархарто кошам врязара назге дразнейшиги шейпшим. Иқоп нас уанза брифранза и ассаза нас япысто забри методику ахучкор дырцара юхарада нас пышера дудза змох академик со опаха ярца глаза чарги да чугуана гаракарму. Я тахуй хаму бриагана хала потенциал ацарава иткулана хайцхуцра паряка. Хинкара хада зигидер озароб хочлаха яра убриче дало бриазара до специалистам зар специалист рыдгаланы драззару пария кайбеби. Хинкара
абызшва хархора штахту. Юнизик жохурзы январь акын аркына ахтач закон атпа абызшва закон азы усура яллагет вера рыцхузгала шазом яхзо абызшва зымдыру хинкара напхара жазини мазамха. Хинкара хада ихей хамо. Убрид накутасан хясим каква издыру изымдыру бриячу. Бзигараб хаза хинкара хадарачу яраб хаднаргулан. Харахтили хобшракварчу яхамо хинкара яту ятум ачу юба. Министр Лейла Зара, аус збарта, а прокуратура схазев шабас, хабысфяла цавера яламгар, хархоша амлара бысфя хинкараджу, хабысфя харзуй. Ари аюбепи. Ах папи шпа алуха, иханас аусова нахвоз айзара комя пахгон, югылана психола вамшу бзирхон, нас хатама забрей зымдуру рацоп хачузга ацана. Харахакта залква, ауза бри айзара кохиме пергозиги, коршату бри матарла и тазгуала, а парламента чубриа. Абрауш Валерий Ремей подара потиху сота цараву идут за бысфязыха деряра и цавяда хинкараджаха. Парламента нахагыла, парламента цавер ягузи. Ярейда зги азик виджигер хозер абсацуитпо, агер терхазом. Уисхарада, убри матарку, убри ухоя урхар. И хава хотели хопшрала апсва вилар, апсны вилар, апсни кун хуавила козиги. И рахара ирбалар бжей харак. Яхьозиги психола хала цвафио, а хархоша штуцар, убысхад абысфя авторитет ки штуцует, а на цвабасфяги абрисычку немцар, сапхайлам цар, хинткара мацурах незнейзумха, убри рхиядыр хуялагот, убри ауски аусурыягот. У нас зиги хазала цвафио, проблема зиги хазапшун, баяркачу на вас их сыркшут. Пожалуйста. Можно еще один вопрос о языке? Вот часто при подборе кадров на работу возникает такой вопрос, что специалист, он разбирается в своей работе, но не знает абхазского языка. Он хотел бы, но сейчас он не знает этого языка. Как вы вот намерены решать вопрос, эту проблему? То есть, если... Я вас услышал. Да, вы понимаете. Да, у нас есть эта проблема в части не только, что Абхазия многонациональное государство, и, к большому сожалению, в советские времена абхазский язык был языком в основном деревень, такой местечковый, да, он не применялся так, как применялся русский язык в первую очередь и грузинский. Конечно, это все на задворке, да, наш язык выводил, но сегодня ситуация другая, это государственный язык. И что печально, мы этнические абхазы не все им владеем. Работая в кабинете министров, там этнически был армянин, кабардинец и русский, да, ребята представлены. На столе все были абхазы. Мы не могли на абхазском языке обсудить абхазские проблемы. Можно было сделать переводчик, поставить аппарат, перевести наушники, там переводчики прекрасные, великолепные у нас есть и так далее. Это первый момент. Второй, как это делать? Я думаю, что нам немножко надо внести некие корректировки в закон. Есть одно из государств бывшего Советского Союза, где они сделали градацию. Например, берешь на работу парня, сейчас условно, да, до 40 лет, обязательное владение государственного языка. Несмотря какой он бы национальности не был, он 15-11 лет отучился в школе, он должен был, по идее, выучить его. Вот. От 40 и выше, например, или от 45 уже не требовать этого знания языка. И в этом параллельно те программы, о которых я ранее сказал, отвечая на вопрос, что они должны работать со школьниками, через 10-15 лет постепенно мы подойдем к этому. Если общество справится, государство с решением этой задачи. Если нет, ну, к большому сожалению, значит, будущего нашей нации тоже нет. Поэтому мы должны решить. Какая-то программа рассчитана для взрослых, которые хотят... Конечно, абсолютно нет. То есть от взрослого человека, который не владеет языком, неважно, кто он, абхаз, русский, грек или армянин, требовать знаний не нужно. В наших условиях это нереально, это будет формальный подход к делу. Но при этом параллельная сетера программ, школа, садик, и вот как я о чем я сказал, все это будет работать. Конечно, мы постепенно будем замещать. Более того, будете удивлены. Да, казалось бы, кто это знает, кроме абхаза, очень сложный язык. Во время работы я очень много людей принял. Кстати, в кабинете министров единственный, который вел прием населения, это был я. И более 3500 человек за это время прошли через мой кабинет. Знаете, вот сейчас они у меня записаны на блокноте, я не имею права, это некорректно сейчас называть фамилии, совсем не абхазские. Вот как мы сегодня разговаривали, да, на абхазском языке, вот так владеют. И причем были русские, армяне, молдаванин был. То есть это не один, не два, не пять, это десятки людей. Среди них это очень образованные, с высшим образованием люди. Почему бы нет? И в этой части тоже надо поработать. Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, представьтесь, пожалуйста. Анжела Кучуберетас. Шамиль Умарович, скажите, если вас изберут президентом страны, готовы ли вы к перераспределению полномочий между президентом и парламентом? И еще вот в вашем обращении последнем вы говорите, что
действующий президент не оправдал там ожиданий и так далее. В 2014 году вы были таким активным сторонником Рауля Джунговича. Что изменилось, в чем вы разочарованы? Вопрос, который вы мне задали, был краеугольным камнем и основным 5 лет назад обязательством, которое, в том числе и это, но это было одним из важнейших, перераспределение полномочий, с которым кандидат Рауль Хаджимба шел во власть. Это случилось, это первый момент. Мы очень много обещаний дали людям, мы со слов кандидата, конечно же, он был кандидатом, он избирался, а мы, как доверенные лица, людям ретранслировали его идеи. Наведение порядка, пенсии до 10 тысяч рублей в течение 5 лет и все остальное, все это в интернете есть, и то есть отвертеться уже никто не может, это черным по белому, как говорится, везде написано. Ничего практически не было сделано. Вот. И поэтому, да, я в 2014 году был активным сторонником Рауля Хаджимба, да, это было так, но знаете как, когда я увидел, что мы от плохого идем к более худшему, я решил уйти и готовиться самому в 2019 году выставить свою кандидатуру. И я считаю себя самодостаточным и самостоятельным человеком. Меня никто никогда ни в чем не уговаривал в политику, меня за руку никто не водит. Я иду по политике, говорится, со своим твердым шагом, со своими друзьями, вот теми единомышленниками, которые разделяют мое мнение. Распределение полномочий. Скажу вам так, это страховка, в первую очередь, и для меня, для кандидата. Если все вот эти обязанности возложить на плечи одного человека, человек может не выдержать. Более того, кандидат, который сегодня идет с лозунгами реформирования не просто на словах, а на деле их начнет, он станет в определенном смысле слова мишенью. И чем быстрее, реализуя конституционную реформу, я распределю полномочия, как, предположим, да, президент, на плечи всех ветвей власти, тем меньше, скажем, нагрузки будет лично на меня. Перераспределив, мы все вместе, все ветви власти, всем народом начнем строить нашу новую страну. Это своего рода, еще раз говорю, страховка. Поэтому и в личном аспекте. А с другой стороны, это единственное условие для того, чтобы наша страна начала развиваться. Не может один человек знать все. Не должен один человек полностью единолично управлять нашей страной. Не имеет права. Я думаю, что те реалии, которые были после войны сразу, во времена Владислава Григорьевича, сегодня мы признанная страна, то есть вопрос безопасности решен благодаря Российской Федерации, нашему союзнику. С 2008 года мы должны развиваться. Никак это не получается. То есть 15 лет все декларируют. И я возвращаюсь к вопросу, вот эти политики, которых я назвал Хаджимба и Энкваб, это люди, воспитаны в той системе, где этого не понимают. Там все должно быть единолично. Четкая была вертикаль власти. Сегодня нам это не нужно. Вертикаль власти, может быть, должна быть в администрации президента, в определенных структурах, но в целом взаимодействие всех структур власти должно быть на демократической основе с распределением всех этих полномочий. Мы это будем обязательно реализовывать. Это одно из важнейших наших целей и задач. Спасибо большое. Коллеги, будут вопросы, сообщите. Да, пожалуйста. Можно еще один вопрос? Как вы намерены бороться с дорожно-транспортными происшествиями и бороться с наркоманией? Наркомания, я считаю, надо ужесточить обязательно уголовный кодекс, наказание обязательно. Я сторонник вот то, что парламент начал принимать, я это поддерживаю. Пожизненное я бы в определенной степени, наверное, надо будет посмотреть и снять, разморозить мораторий на смертную казнь, в том числе для тех, кто распространяет и лечить. Нам надо с вами, всем обществом, биться за то, чтобы число их не увеличилось, чтобы молодежь не вовлекалась вот в эту сферу на наркомании, чтобы молодежь не приходила туда. Для этого надо ограничить вообще количество этих наркотиков в стране, доступ к ним, ужесточить и сделать. Я уверен, что государство это сделать сможет. Просто правильно надо выстроить приоритеты и решать эту задачу. На улицах это, тут у меня такой особый в этом плане подход, я очень радикально был настроен, я готов был, даже предлагал внести такую вещь, как не только наказывать, допустим, за самое сложное, да, там, за скорость, за выпивку и за сплошная. Это вещи, которые очень страшные, все, конечно, плохо, но вот эти вещи, которые приводят к этим всем трагедиям и катастрофам. Вот. Я даже за то, чтобы не только человека наказывать, но первое, второе нарушение, изымать машину, то есть дать возможность парламенту, обществу, исполнителей власти в виде закона, да, в эту функцию, и прямо в прямом эфире нашего телевидения из этой машины сделать вот такой вот железный брикет, да, чтобы это прямо на глазах у хозяев. Вот буквально 10-15 Геленвагенов и Порш Каенов, и наша нация, я думаю, во многом была бы спасена на этих улицах. Мы завели себя в угол, и только радикальные, кардинальные изменения могут спасти нашу страну. А вот так вот, извините, сюсюкаться и там по закону
закону там и так далее, мы видим, что ничего у нас так не получается. Поэтому я верю в свои силы, верю в мою команду, в моих друзей, и мы сможем навести в этом плане порядок. Но гарантировать вот страны, где, ну, Дания, например, и так далее, все равно там где-то что-то 1, 2, 3 случая происходит. Совсем это где машины, где техника, все равно что-то случается. Но вот так, что у нас сейчас повальная гибель на дорогах, я думаю, что это прямая обязанность государства, мы его сделаем. Еще вопрос, пожалуйста. По вашему мнению, насколько возможно восстановление работы Сухумского аэропорта и как вы относитесь к возможности восстановления сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию? Сухумский аэропорт – это наиважнейший проект для нас. Это увеличит авторитет, это увеличит приток, в том числе инвестиции тоже. Но инвестиции тут уже порядок надо навести, это вопрос чуть чуть сложнее. Это очень важно. Но я считаю так, я же работал, знал, видел. Если бы руководство нашей страны более твердо проявило политическую волю, в 2016-2017 году самолеты уже могли летать. Я знаю, что говорю. Но сегодня я думаю, что это не более чем предвыборный пиар-ход, проект. Когда-нибудь аэропорт, конечно, заработает. Я бы хотел, чтобы он, конечно, заработал. Но, как видите, до 25 августа он самолет не полетит. Сквозное. Есть проекты чисто экономические, есть проекты политические. Конечно же, транзитные вообще возможности, да, любого государства, люди мечтают о таких возможностях, потому что это практически без затрат ты получаешь хорошие большие дивиденды. Деньги нам нужны. Но сквозная дорога через Республику Грузия и дальше, для нас это в первую очередь политический проект, мы должны из него извлечь политические дивиденды. Конечно же, артачиться, не открывать, нет. Конечно, мы не имеем права и не должны, но при этом получить максимальные политические дивиденды с этого проекта мы обязаны. Поэтому, в принципе, это есть перспектива, и нам надо о нем говорить. Но, еще раз повторяю, с политической в первую очередь выгодой, а экономическая она в любом случае придет, потому что люди будут проезжать, они обязаны за это платить. То есть это то, что у нас уже в кармане. А политические дивиденды мы должны обязательно вытащить. Ну, можно уточняющий вопрос. Какого характера политические дивиденды? О каких идет речь? Есть очень много форм взаимодействия между государствами. Республика Грузия сегодня нас не признает, считает нас де юре своей территорией. В этом плане есть много форм взаимного общения межгосударственного, поэтому дипломаты об этом лучше скажут. Де-факто, де юре и так далее. В какой-то степени. Более того, дальше есть Республика Армения, Азербайджан, Республика Турция и так далее, то есть все Иран. То есть вот в этом направлении работают. Но это вопрос уже внешней политики, поэтому другая тема, большая тема. Уважаемые коллеги, если пока вопросов нет, я продолжу. Шамиль Умарович, вы за время нашей встречи неоднократно говорили о том, что баллотируетесь вместе со своими друзьями. У меня к вам такой вопрос. Вообще, в этом контексте, как планируете бороться с коррупцией? Видите ли в себе силы, если кто-нибудь из ваших друзей не будет справляться со своими должностными полномочиями или будет, возможно, станет коррупционером, видите в себе силы в рамках закона избавить этого человека от должности или, вернее, народ избавить от этого человека? Вряд ли я, если стану руководителем государства, буду в этом плане первопроходцем. Один человек всего знать не может. Более того, по этому пути прошли многие государства, нам надо просто брать их опыт. Я очень уважаю этого человека, знаю о нем, мы практически видим результаты его работы. Это Ли Куан Ю, человек, которого сегодня уже нет, но человек, который построил Сингапур из нищеты, у людей, которых не хватало пить воду, сегодня финансовый центр мира и так далее. Он сказал, когда его спросили, такой же журналист, как Саид, спросил, буквально о том же, он ему ответил, когда я ближайшего своего друга, с кем я вырос, с кем я кушал, пил каждый день, с кем я дружил, когда я его посадил, все остальные все поняли. У меня такая же точно формула. Для этого, чтобы проверить, сделаю я это или не сделаю, то изберите меня, и вы все это увидите. Шамиль Умарович, с вашего позволения, вопрос адресую Рафаэлю Шлатеровичу. Давно пора, кстати. Да, Рафаэль Шлатерович, интересно понимать, в случае победы вашей команды, с каких этапов вы начнете работу в качестве кандидата в вице-президента? Я имею в виду, над какими вопросами вы начнете работать? Ну, выборы пока не состоялись, поэтому могу без поручений, как говорится, Шамиля Умаровича отвечать. Ну, исходя из того, что написано в Конституции, конечно, вице-президент выполняет определенные поручения президента, но я думаю, что, скорее всего, я, наверное, на социальном блоке, остановлюсь и буду вести беседу на эту тему
с президентом страны. Потому что эта тема мне все-таки более знакома. И я сам как госслужащий проработал в этой сфере, ну, на определенных должностях, но определенные годы. Поэтому думаю, что социальная сфера – это та сфера, которая на самом деле очень необходимо, да, развивать. Надо ее перестраивать. Мы знаем много направлений в социальной сфере. Это понятно, что и образование, и здравоохранение, и в том числе и физическая культура, и спорт, и молодежная политика, и культура. Так что я думаю, что в этом плане, ну, понятно, что я тоже один всего не знаю, поэтому будут помощники, которые мне в этом будут однозначно помогать. Рафаэль Шлатрович, вот Шамиль Умарович в свое время также активно поддерживал действующего президента. Прошло время, и вот Шамиль Умарович кандидат в президенты. Не боитесь ли вы или не думаете ли вы о том, что в принципе и в вашем случае такое возможно? Нет, я, в общем-то, твердо убежден, что в нашем случае это невозможно, потому что, в принципе, человек из чего исходит? Из знаний данного человека. Исходя из того, что мы многие годы друг друга знаем, мы, в принципе, работали вместе. Вне работы тоже, естественно, отношения у нас складывались теплые, дружественные. Но главное, что мы, в принципе, одинаково мыслим. И мы прекрасно понимаем, оба прекрасно понимаем, что та ситуация, в которой сейчас находится страна, это, ну, если не совсем, как говорится, кризис, но на грани кризиса. И поэтому, исходя из своего опыта, исходя из опыта наших взаимоотношений, исходя из опыта нашей вообще работы на госслужбе, у нас особых пререканий не было. Понятно, что не совсем всегда мы мыслим в одинаковом, скажем, таком, да, ну, направлении мы понимаем. Если не ошибаюсь, Шамиль Умарович был в подчинении у вас, да? А это меня и радует, скажем, откровенно, да. Когда-то был в подчинении, ну, это так, конечно, шуточка. Но, с другой стороны, мне всегда нравилось, что данный человек работает над собой, над своим самообразованием. И по большому счету, ну, я как тренер по футболу еще так скажу, что всегда любой тренер рад, если его ученик превосходит его потом. Поэтому мне приятно, что он так масштабно, как говорится, научился мыслить. Мне отрадно, что он закончил серьезный вуз в Москве, который дает ему, в общем-то, все шансы, скажем, правильно руководить страной. Это ведь непростое дело. Здесь нужны знания. Помимо опыта нужны знания. Спасибо большое, Шамиль Умарович. Вы герой Абхазии, вы принимали активное участие в боевых действиях. Спасибо большое. Вот некоторые штабы говорят о том, что в стране необходим закон о ветеранах. Вообще, как вы к этому вопросу относитесь? И что в вашем представлении должен предусматривать закон о ветеранах? Человек, который встал на защиту своей родины, отдал ей все и просто волей судьбы оказался жив, имеет право на всяческие преференции от этого государства. Вообще государство работает, функционирует именно благодаря законам и другим иным нормативно-правовым актам. И нормативно-правовое регулирование жизни и жизнедеятельности ветерана, оно нужно. Это социальные проблемы, социальный пакет, это поддержка в случае, допустим, упадка здоровья. Ну и вся сфера деятельности, нашей жизнедеятельности, нашего вот, общества. Поэтому ветераны должны, то, что они там как-то вот, они особые и так далее, нет, но выделять их, это обязательно, потому что, что греха таить, мы же понимаем, что не весь народ наш, к сожалению, вот, и те, кто кому положено были под ружье, помогали. Победа куется в тылу. Я считаю воином и того, кто на передовой был, и тот, кто в тылу кормил, поил, лечил, такой же воин, как и тот, кто рисковал непосредственно жизнью. Вот. Поэтому как-то немножко тут государство должно обласкать и как-то вот по-отечески поддержать этих людей в самое сложное время. Я знаю очень много ветеранов сегодня, прошедших войну, люди растерянные, они просто концы с концами не сводят и не знают, что делать. Куда ни глянь, нигде ничего у них не получается. Поэтому закон о ветеранах должен регулировать вот это вот именно взаимоотношения. Мы будем его обязательно принимать, и не только этот закон, но и многие другие законы. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос. Если пока вопросов нет, Шамиль Умарович, я продолжу.
Вы покинули пост первого вице-премьера, если я не ошибаюсь, в 2016 году. Абсолютно правильно. А, 15 августа. Да, с тех пор не принимали, в принципе, активного участия в политике. И тут, в канун выборов, где вы кандидат в президенты, вы стали принимать активное участие в жесткой критике действующей власти. С чем это связано? Я имею в виду долгое такое отсутствие в политической жизни. Почему сейчас? Да, все правильно. И уйдя в отставку, я ушел именно в отставку, а не бросил. Вот. И я не посчитал нужным буквально на второй день выстроить пресс-конференцию и ругаться, какая власть такая, сякая и так далее. Конечно же, нет. Более того, мне самому надо было переосмыслить все, что произошло. Вот. Более того, я не хотел, чтобы вот лить воду на мельницу того президента, который был ранее изгнан народом Абхазии в 2014 году. Вот. И все это вот одно к одному как-то вот, надо было просто осмыслить, подумать и пересмотреть все эти позиции. Более того, это во-вторых. А во-первых, именно работа с Хаджима, до этого работа 6 лет на посту вот с Рафаэлем Шлатовичем, зам по молодежной политике, председатель совета, меня создало определенное свое понимание подходов к изменению ситуации в стране. Я просто уже, будучи вице-премьером, понял, что если ты сам не придешь и не выиграешь выборы, не станешь главой государства, то никто другой за тебя эту работу не сделает. Вот поэтому именно с этой целью начать подготовку к выборам 2019 года я покинул пост. Я, как Рафаэль Шатович говорил, решил подучиться еще раз, не мешает, сравнить свою практическую работу с теорией, потому что госуправление, раньше это такое отдельное не было, партийные школы были и так далее. Вот, но не так давно, но после вот развала Советского Союза это превратилось в науку, хотя в Европе, на Западе это давно наука. Вот. И мне было интересно сравнить, посмотреть. Не просто интересно, я честно отучился, скажу вам, я не пропустил, вот, я был не один студент из Абхазии, ни одну лекцию за все 3 года. Ни одну я не пропустил. Ну, вот. С таким интересом учился, это такая вторая молодость. Ну, я и сейчас молодой мужчина. Вот. И, говорится, все вот это, я никуда не ушел, я не канул. Не извиняюсь, кто не знает, кто такой Шамиль Адзан, хотя бы по имени, по фамилии. Я сомневаюсь, что кто-то в Абхазии, те, кто интересуется активной жизнью политики, кто-то есть. Вот. И поэтому я просто готовился спокойно, тихо, я наблюдал, смотрел за процессами, учился, старался много читать, и, в принципе, я не скрывал. Я когда ушел, я заявил, что я готовлюсь к выборам 2019 года. Но решение было принято мной в апреле-мае окончательно. Вот после всех вот этих событий я просто сел, осмыслил, и вот, посоветовавшись со своими единомышленниками, я принял решение сделать то, что происходит сегодня. Шамиль Умарович, так, уважаемые журналисты, да, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, в случае победы в этих выборах действующего президента, каковы ваши действия, что вы уже заранее заявили, что вы уверены, что он не победит? Например, победил. Ваши действия. Хорошо. И еще один вопрос. Как вы считаете, насколько верным было перенести выборы с июля на август? Насколько это вообще было необходимо и оправдало ли себя это решение? Начну с переноса. Конечно же, не оправдал. Я вообще против всяких незаконных действий. Но у нас, знаете как, мы давно живем не по закону, а живем компромиссами, которые мы сами себе придумываем, создаем проблемы и начинаем их же решать. Вот. Я бы сказал другое. Но выбор надо было переносить не на август или на ноябрь, как просили, а надо было переносить на март-апрель. Сделать в начале года за счет срока президента. Кстати, мы об этом говорили, 5 лет назад обсуждали, что уведем так в то время, когда людям наиболее удобно будет проводить вот эту предвыборную агитацию, кампанию, людям слушать избирателям, а не прямо в разгар курортного сезона, когда люди день лета зиму кормят, говорят, а мы в разгар людей сбиваем с панталыку, ездим на встречи, люди устали, 10 кандидатов, курортный сезон, работа, люди зарабатывают, чтобы зимой, весной, пока новый сезон, чтобы прокормить себя и семью, а мы их с ума сводим, ездим, люди уже на встречи не приходят, потому что все видят по телевизору, слышат все одно и то же, говорят и так далее. Ну, вот это раз. Второе. Если выиграет действующий президент. В 2011 году, когда мы с Шамбо баллотировались и выиграл Асан Банкваб, я, конечно, тяжело перенес эту ситуацию. Вот. Но придя домой, остыв, через день, два, три, я сел и подумал, слушайте, 54% населения избрали человека, президента. Да, понятно, у меня какое-то свое отношение к этому политику, но это мое собственное мнение. И я спокойно, абсолютно занимался своими делами. Ну, было признано. Более того, за пределами Абхазии я не разрешал никому как-то вот
очернять, говорить, потому что это должность, это статус руководителя государства абхазского. Вот, поэтому это был один момент. Сегодня, если победит Рауль Хаджибов, ну, так как он старается, и вы это видите, да, новый район опустился, говорит, на несколько сантиметров из-за залитого дворами бетона, вот, улицы, мосты и так далее, все это последнее. То есть человек захотел за 3 недели сделать то, что не сделал за 260 недель. Это в 5 лет 260 недель. Понимаете? Это очень как-то вызывает какую-то некую иронию. Я помню его выступление в Пакуаш, когда он говорил, слушай, давайте каждый месяц, тогда он кандидатом был сам, каждый месяц проводить выборы. Видите, говорит, наворованные деньги, что делают люди. Прошло 5 лет, он делает то же самое. Понимаете? Поэтому вот это может вызвать у ряда кандидатов и у меня вопросы легитимности его, в случае, если его выберут. Вот. Поэтому, с другой стороны, если не будет никаких нарушений, народ честно ему отдаст выборы, куда мы денемся? Я знаю точно, да, что я не буду поддерживать во втором туре, я уверен, что выборы будут в 2 шага, в первом туре не победит никто. Единственные кандидаты, которых я не буду поддерживать во втором туре, это Рауль Хаджибов и Александр Анкваб. А все остальное жизнь покажет. Но мы сами уверены в своих силах и уверены в том, что мы сами выйдем во втором туре. Шамиль Умарович, вы вот неоднократно выразили уверенность в своих силах. Возможно, ваш штаб проводил какие-то социологические исследования. Можете примерно в цифрах говорить о поддержке электората? Скажу так, в цифрах говорить не буду. Конечно же, как и любой штаб, как и любой здравомыслящий руководитель, да, компании предвыборной, он проводит эти замеры, так их условно называют социологи, да, и они вселяют в нас надежду. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Туристическую сферу можно выделить из многих сфер. Скажите, пожалуйста, как вы намерены развивать эту сферу? Туристическая? Да. Знаете, когда тут говорят, Абхазия это локомотивом может быть туризм, локомотивом может быть сельское хозяйство, я бы не хотел, чтобы моя родная Абхазия была одним большим фермерским хозяйством или одной большой гостиницей. Я хочу, чтобы в меру работали предприятия, машины, индустриальные в меру, перерабатывающая промышленность, трикотажная, легкая и так далее. То, что, в принципе, это было. Понимаете, что мы, понятно, что рынок наш небольшой, абхазский, да, вот, но рядом огромная Россия. Большой российский рынок, который поглощает, в принципе, все, если правильно, качественно и грамотно преподнести. Вот. Поэтому, плюс еще мы союзники, и договор о обмене товарами, произведенными в наших странах, без пошлины, этому стимулирует, поддерживать. Но, к большому сожалению, государство плохо поддерживает бизнес. Я всегда говорю, наш бизнес работает в экстремальных условиях. В противоборстве, в конкуренции с государством. Так быть не должно. Государство должно все это регулировать, все это делать. Туристическая сфера, ну, сам Бог велел. У нас рекреационные возможности. Единственное, что если мы хотим соревноваться с Краснодарским краем и с Республикой Турция, это мы не можем это игнорировать. Это государство через море, соседи, и туда летают туристы, наши, имею в виду российские, в первую очередь мы на них ориентированы. Вот. Именно в гостиничном отдыхе мы отстаем и отстанем, потому что они впереди у нас на много шагов. Но там, где мы можем свою фишку идти, почему круглый год в Абхазии были туристы в советское время, вы это не помните, мы помним прекрасно. Санаторно-курортное лечение. Вот это та фишка, которую не могут предложить ни турки, ни россияне. Это то, что можем сделать мы. И нам надо вернуться к тем вещам, которые были, по большому счету, почему Абхазия стала брендом, почему Абхазия здравница. Да, не говорили курортом, а говорили здравница, именно по этим вот моментам. Поэтому у нас есть куда развиваться. И вопросы есть? Да, пожалуйста. Вопросы экологии также сейчас волнуют общество. Мне кажется, экологическая ситуация в стране, в общем, зависит от политики государства. Скажите вот ваше мнение. Экология. Да. Я буду настаивать, просить моих единомышленников, мою команду, с кем мы придем, что все проекты, в первую очередь экономические, рассматривать сквозь призму экологии. Приоритет экология. Сперва экология, потом все остальное. И если из 2-3 проектов один будет более рентабельным, но менее экологичным, конечно, будем выбирать то, что То есть мы выстроим критерии, поставим, которые будут обязательно предприниматели в это должны быть вписываться. Конечно же, все зависит от государства. И государство главный регулятор в этом. Если он плохо регулирует, если государство слабое, если власть слабая, то все бесконтрольно, все происходит очень, кто что хочет делает. Соответственно, это очень сильно бьет по экологии. Что мы, в принципе, и видим. В микрофон, пожалуйста, извините, в микрофон. Акытан хамет шал чаверстахын ирыдыш галоен хатша шалхыныш алузы. Шалыр. Акыта котацо ялагет еха акалакуай хайрацоб акыта коразгис.
ақыҭақәа иҳаимаҷхеит. Ари Аԥсни аӡамызт абри аҩыза аҭагылазаашьа, абри статистика шәлахәаԥшыр убасоуп. Уи апроцесс аагылаӡом, еиҭа ацара иаҿуп. Ақыҭа ҳаԥсшәа уоуп иахьыҟоу, ҳаԥсуара уоуп иахьыҟоу. Изыҭацәуеи ақыҭа? Ақыҭа зыҭацәуа ауаҩ иԥсы аԥара арҳара аҭагылазаашьа имаӡам. Аԥара изырҳаӡом ақыҭаҿы. Абри аԥсуа жәытәнатә аахыс абри санду сабду Џьгьарда Амиџь-Белиа ҳәа дыҟан, убырҭ шәуаак рыхҭыгәлар Сасны хьаас имкыкәа шәуаак рҿаҵаны сааҭки бжаки аҩныҵҟа итәаны афатә ачы зегьы еилажьны ирымаз, аџьыкхыши асапын иада акымзарак аархәаӡомызт, егьи зегьы дара ирыман. Иахьа ус иҟаӡам. Усҟан убри амышьҭахь иаагарҭа рыман, ачы ыҟан, аҟанҷ ыҟан, аҭаҭын ыҟан, убас еиуеиԥш ашәыр ҭиуан анери. Иахьа убри зегьы иҟаӡам. Убри аҳамҵара аҳәынҭқар иалымшар убри азҵаара ҳқыҭақәа ҭацәуеит. Нас ҳара абиуџьет аганахьала ҳазхиоуп абри апроект ҳасабала ашьақәыргылара, уи аанагоит. Апроект зыбзиоу жәдыруам, адунеи зегьы убас инхоит. Апроект иамоуп ахы аҵыхәа, ҿҳәарак амоуп, дамоуп ауаҩы, ҭакԥхықәра зҟәаҟәа иду, иацуп аԥара. Убри ауаҩԥсы, убри хышықәса иаҩныҵҟа, убри апроект далганы иара инаигӡароуп, абри салгеит алыҵшәа. Иахьа ҳара ҳбиуџьет лызшәада иҟоуп. Аԥара иеизоу нухроуп, уаҳа акымзарак, уаҳа дҵа рымаӡам ари аминистрцәа, нас абри ахырхарҭақәа зегьы. Убри азыҳәан проект ҳасабала, абри ҩнаҭацыԥхьаӡа, зегьы раԥхьаӡа ақыҭаҿы, ҩнаҭацыԥхьаӡа амҩа, ҩнаҭацыԥхьаӡа ари ацентраҿы инаганы илкажьны акәым, ҩнаҭацыԥхьаӡа акы, алашара, ҩышәа вольт зынгьы ԥхынгьы ақыҭаҿы, қалақьаҿы, аӡы, ҩнаҭацыԥхьаӡа аӡы. Убарҭ апроектқәа, абри инфраструктуратә проектқәа урыцҟалар, амҩақәа бзиахар иҿиар, ақыҭагь, нас аҳәынҭқарра иалшар, апроект иҳалшоит, иаҳдыруеит ишыҟаҵәҟьаз, уажәы хәыҷык ҳамҭак иаҿуп, азы зегьы узыҳәаӡом. Ауааԥсыра уажәы ача иаҟамзар, ачы ишьақәыргылатәуп. Аӡәы дааҳзаан политик, колониальная культура иҳәан ақыҭа хамҩа зегьы. Урыстәыла ачыжәра иаҟәыҵма? Шәахәаԥши уара, ачеида иахауах ачы иржәуеит. Ҳавара ари колониальная культуразаап. Убри зыҳәан азнеишьа даҽакала иаҭахуп. Убри зегьы ҳалҳаршоит ҳәа сара гәыӷра сымоуп. Анжела, у вас был вопрос? Ну, аԥсыра Қырҭтәыла ицанарҽырымхышәтәу рада ԥсыхәа рымамкәа амлара азыҳәан шәзыҟаҵои иҟаҵатәуи? Ҳара ҳгәабзиарахьчара, аҩазара, алшарақәа шьҭыхтәуп, уаҳа акагьы. Ауаҩԥсы умцан ҳаӷацәа рахь уԥсы ҳәа узлаиауҳәои. Иахьа алшара иҳамоу иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп, еиҭах Урыстәыла аҳәынҭқарра абри аполисқәа иҳарҭаз ала убри ҳхы иархәаны, убри аԥара иахьа нас Урыстәыла аҳәынҭқарра ахахьы иагеит. Аҽарыхәшәтәратә аԥара. Убри ҳабиуџьет, ҳгәабзиарахьчара аминистра иара аекономиа анаҭоит ҳәа бас гәы иаанагоит. Убри аԥарақәа зегьы еидкыланы ҳара ҳгәабзиарахьчара аминистра ишахәҭоу еибаҳҭароуп. Аҳақьымцәа ишахәҭоу аԥара роуроуп. Убри зегьы ҟаҳҵар, уажәы хәыҷык нас ҳамҭак иаҿуп. Изхысҳәаау убри зегьы аҩаӡара шьҭыҵыр, ауааԥсыра џьаргьы ицаӡом, ара рҽырхәшәтәы иҟалоит. Уи аус ҳаҟәыҵроуп. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, уважаемые телезрители, мы вынуждены закончить раньше времени по предварительной просьбе Шамиля Умаровича. Шамиль Умарович торопится навстречу. С вашего позволения мы его отпустим. Я напоминаю, что мы работали в прямом эфире. В пресс-центре Абхазского телевидения был кандидат в президенты Республики Абхазия Шамиль Адзетбай и кандидат в вице-президент Республики Абхазия Рафаэль Ампар. Уважаемые телезрители, спасибо большое. Надеемся, скоро встретимся. Всего доброго. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания.